Ассаламу алейкум, добрый день, приветствую всех. С вами в эфире Аслан Арцуев. Сегодня 2 мая 2020 года. Давайте сразу определимся со звуком и с картинкой. Как меня слышно, как меня видно? Напишите, пожалуйста. Ва алейкум салам, Адам Грузинский. И Вильпесен культа, ва алейкум салам. DQ, звук, картинка. Что с картинкой? Зависает картинка, да? Ну, это да, это может быть такое. Alles out, говорит Тор. Alles gut. Ясно, говорит Адам Грузинский. Ну что, господа хорошие. Приступим с Божьей помощью. DQ, звук, картинка. Альхамдулилля. Дал Бухастам. Так, еще раз приветствую всех. Сегодня мы проводим стрим в дневное время, так как месяц Рамадан, и будем это время не терять даром, а заниматься полезным делом, так как у нас карантин и так далее, и так далее. Аслан, что скажешь про Мишустина, говорит Адам Грузинский. Он похож на Мишку. Что еще сказать? Я не знаю, что там случилось с Мишустином. У него коронавирус у него нашли, да? Или у кого нашли? У кого-то нашли. Но не знаю, у Мишустина нашли коронавирус, скажите мне. Вот то, что у них нашли коронавирус, я в это не очень верю, если честно. Да, я ничего не слышал. А ну расскажи, Адам, что там случилось с Мишустиным? Или он сам ушел? У него коронавирус, да? У него нашли коронавирус. Да. Но мне кажется, знаете, они сейчас все уходят в подполье. Премьер-министр это второе лицо государства. И, может, да, Чечня не Россия, может, ты прав, он хочет соскочить. Панические настроения, они без сомнения там действуют. Все было основано на том, что Путин такой непререкаемый авторитет, ничего не боится там, и так далее, и так далее. Путин спрятался в бункере. Путина нет. Путин где-то там по интернету вещает. И неизвестно, где он. Да? Например, даже я, который не имеет такой охраны, известно, откуда вещаю. Да? По крайней мере, город известен. Неизвестно где там. Россия огромная, там может быть на всех просторах этих бункеров там 150 штук. И вот он сидит где-то в бункере и общается там с Голиковой, Набиуллиной, там, с Мишустиным и так далее. А что им делать? Во-первых, женщины, во-вторых, они не подписывались, они бабки воруют, бюджет пилят. Они агентура КГБшников, старые кадры, это, наверное, 100%. Но они не подписывались умирать, да, если сейчас Америка нанесет какой-нибудь ограниченный ядерный удар. А если нет Путина, могут нанести удар там по какому-нибудь там Белому дому, например, да, по правительству. Могут по Кремлю нанести, да. Я очень надеюсь, что все-таки в окружении Путина найдутся люди, которые его сольют. Хотя все, кто с ним, наверное, если в бункере он есть, все, кто с ним в бункере, они без сомнения от Путина уже не отходят. Они вот все время вместе. Потому что в таких ситуациях от себя отпускать человека нельзя. Поэтому я не верю, что коронавирус у них могут так найти. Потому что эти люди применяют все меры предосторожности. И так далее, и так далее. Так, давайте почитаем, что вы говорите.
Вильпесен культа. Да, он же получается в режиме ЧП главный. Ну да, он получается главный. Второе лицо. Адам Грузинский. Он прямо Путина попросил, чтобы его освободили от должности на время лечения. Бежит, падла. Я же говорил, будут хорошие новости. Не от меня, так от вас. Главное на моем канале. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Дойли. Владимир Рабинович, всем салам, витаю, шалом. На всех языках, короче, гутен так еще надо было сказать. Витаю, Владимир Рабинович, шалом тебе, приветствую. Вильпесен культа, хотя в режиме ЧП нет, но может ведут. Да, но смотрите, как может быть ситуация, да, это же второе лицо. И второе лицо должно сказать, смотрите, господа, они же, давление оказывается ведь не только американскими дронами и ограниченным там ядерным ударом. Есть огромное количество генералов, как военных, которых турки и все, кому не лень, просто крошат в Сирии, в Ливии и так далее. Есть генералы ФСБ, там, большие чиновники, большие люди, как они считают. И эти люди тоже понимают, что Путин спрятался в бункере, а им сейчас расхлебывать. И они тоже понимают, если этот коронавирус дело рук Путина и его банды, они же тоже могут от него пострадать. Путин всех пускает в расход. И тут возникает вопрос, ребят, а за что я должен умирать? Почему я должен умирать? Почему я должен лишаться там своих благ, денег, своего положения? Потому что Путин, помните, как-то Путин сказал, по-моему, о Зеленском речь шла. И Путин говорит, короче говоря, с Зеленским кто-то там поругался, и там кто-то там перед ним выступил, и Путин заявляет, а как он же президент, он же как там неизвестно, кто из них сильнее еще, вот такого плана. Президент заявляет, у них там группы, банды. И путинская банда самая сильная. А есть другие, огромное количество этих банд. Но из всех этих банд связывает одно. Зарабатывание денег, пиление бюджета там и так далее. О народе, о пенсионерах, о инвалидах, о дедушках, о детях они не думают. И тогда они сейчас понимают, что главный этот спрятался. И вот оказывается, возможно, скорее всего это так, оказывается давление на Мишустина. И говорят, слышь, Мишустин, ты второе лицо. Ты второе лицо. Ты сейчас можешь сказать, мы там Путина блокируем, Кадырова блокируем, у нас все готово, мы всю Росгвардию блокируем, у нас там тут все схвачено. Ты объявляешь, что Путин сложил в себя полномочия, и мы продолжаем нашу деятельность. И вот тогда Мишустин задумается, елки-палки, а что мне делать? Пойти против Путина? Так он же никогда в жизни этого не простит. Пройти против Путина, тогда остается одно заболеть. Вот именно, наверное, так все и происходит. Будет информация побольше, будем делать выводы. Посмотрим, что будет. Но события развиваются молниеносно. Вот, да, видите, это очень интересно. Второе лицо в России уже, хотя и первое в бункере сидит. Посмотрим. Картинка зависает, говорит. Nicht gut. Зависает, да, господа? Ю Аслан Умаев, ю ва алейкум салам, ю. Прямой эфир, ю. Гела Купатадзе. Камаджоба всем и конец Путину близко. Агимарджос. Друг, приветствую тебя. Да, будем очень на это надеяться, но дело ведь не в одном Путине. Вот эти генералы, которые там, например, сейчас сместят Путина там и так далее, нам от этого не холодно, не жарко. Да, Путин будет наказан. Моральное удовлетворение мы от этого получим.
все преступления на него спишут и так далее. Но нас это не устраивает. Нам нужно, наша страна должна освободиться. И ваша страна, должна тоже получить и Абхазию обратно, и Южную Осетию обратно. Украина должна получить часть своей страны, Крым, восточную часть. Ну и так далее. Я не против бы Кёнигсберг вернуть Германии. Почему нет? Я разговаривал с жителями Калининграда нынешнего. И мне там этот житель сказал, что я говорю, ну как у вас, вы хотели присоединиться к Германии? Он говорит, да с удовольствием. А я говорю, ну как у вас? Ну практически все за то, что присоединиться к Германии. Так что надо возвращать Кёнигсберг. Армянский воин. Охренеть, Путин все народы, включая русских, довел до состояния Дудаева. Да, до состояния Дудаева, конечно же, он не довел. Дудаев боролся, он был борец за свободу, он пожертвовал своей жизнью, своей карьерой, всем своим, что имел, поставил на кон. А русские просто ненавидят, потому что им жрать нечего. И если честно, я не вижу никакой параллели между Дудаевым и русскими, которыми там пенсию урезали, там сейчас там на карантин посадили или там травят их, они проснулись. Просыпаться надо было, когда они взрывали дома в 99 году и убивали там 307 своих соплеменников. Вот тогда надо было русскому народу проснуться. Но почему-то русский народ предпочел убивать чеченцев, топить в крови чеченцев, жестоко. Вот эти все военные, это такие же Путины. Они даже хуже Путина. Вот которые, зная, что это сделал Путин, пошли убивать чеченцев, грабить чеченцев. Поэтому до состояния Дудаева им дойти, там, во-первых, до состояния Дудаева в принципе из русского народа может 1, 2, 3% дойти. Потому что только 1, 2, 3% из них реально не больны русизмом, человека ненавистнической идеологией, разновидностью фашизма, нацизма. А Дудаев таким более не был. Так, Владимир Рабинович, Биробиджан наш. Да-да. Столица, еврейский автономный округ. Так, Аслан Умар. Путин угрожает уже ядерной войной, отвлекает людей и другие страны. Да, Аслан, совершенно верно. Если вы видели, ну смотрите, для западного человека, да, для европейца, для американца, журналист, да, какой-нибудь ведущий какой-нибудь очень рейтинговой передачи, тут в Германии, допустим, выйдет и скажет, мы превратим в радиоактивный пепел Америку. За это Меркель не несет никакую ответственность, потому что здесь независимая журналистика, как и независимая судебная система, как независимая исполнительная власть, так и законодательная. Они все друг от друга независимы. Да, они объединены одной целью, одной конституцией, одними идеалами и принципами, одной территорией там, и так далее, одним языком, культурой, ну и так далее, законами. Но при всем при этом, вот эта четвертая, негласная такая четвертая власть в стране, она независима. Но мы-то знаем, что в России, допустим, абсолютно независимой власти нет. Журналистики нет. И когда об этом говорит Киселев, что мы превратим в радиоактивный пепел, это значит Путин говорит, что превратит в радиоактивный пепел. Если губернатор или там Баварии, допустим, да, земель Баварии, там, руководитель баварской земли скажет, мы поставим Америку раком, мы там наши ракеты полетят и так далее сделают. Это не значит, что это говорит Меркель. Потому что даже в такой ситуации это избранный человек, он независимый, это его точка зрения. Да, она может вредить государству, но ничего нельзя поделать. Он так сказал. А тут глава региона, как они говорят, их региона, Кадыров, говорит, что мы там отправим ракеты, там полетят, там мы весь мир поставим туда-сюда. И это тоже говорит Путин.
это были угрозы. Но это были как бы для европейцев, для американцев. Для европейцев, для американцев. У меня зависает, да, картинка, я так понимаю. Для европейцев и американцев это как-то можно объяснить. Ну, понимаете, что вот мы не контролируем ни Кадырова, ни журналистов. Извините, у нас свобода слова, независимая журналистика, там, ля-ля тополя. Как они обычно и говорят. Но теперь министр иностранных дел Лавров уже начал об этом говорить. Мы нанесем ядерный удар по Соединенным Штатам, он начал говорить. Это говорит вообще о сумасшествии. Человек уже все, открыто уже говорят. Вот теперь это говорит уже Путин. Потому что министр иностранных дел назначается Путиным, координирует все действия с президентом. И как бы он не может такое от себя сказать. Это как госсекретарь Майк Помпео, уважаемый человек, и который заявил, что стратегия по уничтожению Сулеймани также будет продолжена по отношению к Китаю и к России. И вот теперь они решили, что вот там мы нанесем ядерный удар, ответить. Ну, посмотрим. Ботекс потечет наносить ядерный удар. Так. Вильбесин культа. Аслан, помнишь Путина Батискаю? Вот так он скоро останется сам со своими проблемами. Да, помню, конечно. Останется. Тупая Раша. Ичкерия будет независимым государством, и гордый народ чеченский будет свободным. Дай Бог. Иншаллах. Армянский воин. Россия стравила все народы. Абсолютно с тобой согласен, армянский воин. И азербайджанцев, и армян тоже. И грузин с абхазами, грузин с осетинами, осетин с грузинами, абхазов, чеченцев, дагестанцев, ингушей. Вот где может, она травит. Разделяй и властвуй. Ничего не меняется. Принцип управления империей своих колоний, он одинаково, он меняется, там, технологии меняются там, в таком плане какие-нибудь там, изменяются какие-нибудь там детали, но в целом механизм, принципы остаются одни и те же. Салам алейкум, говорит Маждада. Путин полный коллапс. Да, это вот я же вам говорил. Конечно, он может огрызнуться, и скорее всего он огрызнется, он уже огрызается. Если коронавирус – дело рук Путина и его вот этой банды, то это уже огрызение, уже 60 тысяч только в Америке погибло людей. Это больше, чем во Вьетнаме потеряли американцы. Погибли здесь, в Германии, тоже, я не помню точное количество, но тысячи людей погибло. В Италии погибло. В Италии вообще помните, сколько людей погибло. И это при том, что Берлускони, он там, Путин, это два друга, Италия наш друг там и так далее, и так далее. И это еще не конец, еще больше может быть. Но уже процесс запущен, его уже не остановить. Возможно, весь мир прекратит свое существование. Возможно, да, я это допускаю маленькую вероятность всему этому, но возможно прекратит. Но я считаю, что скорее всего он еще будет огрызаться, пытаться огрызаться, и в конце концов должен будет проведен суд над фашистской, русистской империей, последней империей, которая поставит точку, и мир, цивилизация вздохнет. И как говорил Владимир Буковский, диссидент, который недавно умер в Англии, советский диссидент, он говорил, если вы нанести удар по Лубянке и по Кремлю, 80% террористических актов на земле прекратились бы. И я абсолютно с ним согласен. Абсолютно. К сожалению, вот довели до того, до чего довели. Начиная с конца или с начала Второй мировой войны.
помогали, вытягивали, опять с ними сражались, опять вытягивали. Но нужен суд. Суд. И без этого суда ничего не может произойти. Но у американцев не на кого поставить. Вот давайте возьмем, например, кого взять из русских, с кем можно вести переговоры. Кто окажется не гибнюком таким же, как Путин и вот эта банда, если им даст власть. Кто из них не замаран кровью? Чеченской, украинской, грузинской, армянской, азербайджанской, сирийской. Кто? Никто. Они все преступники. Они совершали военные преступления. Преступления против человечности. Геноцид, акт агрессии против Грузии, против Ичкерии, против Украины. Это факты. И не с кем с русскими договариваться. И американцы не могут сказать, ну да, мы сейчас взорвем, там, пустим ракету на Путина. А дальше что? Что? Вот, ну нет Путина. Но этих Путиных еще 100 миллионов остается. Ну, возьмем там только КГБшников, 1 миллион, допустим, этих Путинов. И еще несколько миллионов их стукачей. Они все способны на это. Вот в чем вся проблема. Проблема не в одном Путине, проблема во всей вот этой, вот этом народонаселении, в этой массе, биомассе. Вот в них, да, это может казаться каким-то фашизмом, национализмом и так далее, то, что я говорю. Но это не так, это реальность, которую нужно исправлять. Эти люди на протяжении 70 лет и еще несколько веков раньше были рабами. Советскими рабами были, коммунистическим вот, игом они, под коммунистическим игом находились. И до этого веками они были. Нельзя, ну вот мы поехали вот в Вильнюс на форум Свободной России. Ну, первый день, когда я туда прибыл, я был просто, хотелось каждому подойти русского, обнять. Ну, это лучшие из лучших. И там были реально лучшие из лучших русских, которых я реально подходил и обнимал, здоровался, которых я видел там по телевизору, которые мне нравились. Несколько людей. И не только там русские были, из России и не русские были, из других регионов были. И потом, когда мы начали поднимать Гарри Каимович Каспаров, самый большой либерал, тут он в Европе рассказывает, какой он такой весь демократ и так далее, и так далее. Но он сейчас с Невзлиным, помощник, компаньон, подельник по ограблению России Ходорковского, фашиста Ходорковского, русиста Ходорковского, они вместе сейчас это все организовывают. И Каспаров говорит, мы должны наносить удар как можно больнее по Путину. Если вот он реагирует, значит им больно. Окей. Что может быть больнее для Путина? Взрывы домов в 1999 году и геноцид Чеченской Республики Ичкерия с материалами уголовного дела, которые у нас уже готовы. Я подхожу, бегаю прямо за Каспаровым. Я и еще мой друг, который вместе со мной там был. Бегаем за ним. Так заходим, тут заходим. Он видит, что мы подходим, прямо уходит от нас человек. Это демократ. Этот человек не хочет даже выслушать. Он знает, что мы чеченцы. И так далее, и так далее. В конце концов, удалось нам зажать его. И потом выступление у него. И он, зная, о чем мы говорим, мы со всеми доносим свою позицию и так далее, выступает и говорит, вот там Кавказ, Чечня, это там исламисты, разговаривать не с кем. Это демократ Каспаров говорит, разговаривать не с кем, они все исламисты. Мы нашли, в конце концов, в перерыве, опять зажали уже его в угол, зажали так, условно говоря, да, удалось ему бежать уже некуда, потому что с одним поговорит, с другим, туда ускользнет, туда, такой скользкий парень. И я говорю, Гарри Каимович, здравствуйте, извините, но мы не исламисты. Скажите, сколько было исламистов в нашем депутатском корпусе? Скажите, в первом созыве, втором созыве, сколько у нас было? Скажите, вот во время Дудаева, когда вот вы только государство устанавливали, вот наше. А после этого война началась. После этого была русская гибридная война. Провокации были. А у меня записано. Я меня там попросил записать. И вот эти разговоры я тоже себе записал, когда я с ним разговаривал.
ну вот там так и так, там, туда-сюда. Я говорю, ну давайте мы поставим вопрос, и дайте нам просто время, панель. Это называется у них панель. 1,5 часа время выступающим дается. Там 4, 5, 6 можно поставить стульев, кресел, выходят люди и рассказывают на разные темы. Дайте нам. Дайте слово просто. Вы же демократы. Я-то вот так, я человек простой. Я верю, что если человек так говорит, что он демократ, что он там за права человека, за справедливость, я думаю, ну значит так и есть. Нет, все, бегали от нас. Это есть вот русские демократы, да, которых у них правозащитник, главный правозащитник, русский фашист Константин Данилов. Или Данил Константинов, по-моему. Там еще один тоже такой же, там клейма ставить некоторых, начиная от родителей. Тоже очень близкий помощник этого Каспарова. Там на медицинских страховках там папа там построил театр для его мамы в Томске. Ну, такие вот люди там собрались. В зале сидят огромное количество, ну, по крайней мере, я так увидел, огромное количество честных, порядочных, искренних людей, которые поверили этому Каспарову. И вот мы собираемся и просим, ну, ничего не можем поделать, ну, не получается у нас. И вот получается там пауза. И в этот момент просто мы прибегаем, у нас был план, в случае чего выходим и давайте проголосуем. Мы же демократы, народовластие, народ должен власть. Мы выходим на сцену с Адамом Дервишевым и говорим, короче, мы хотим попросить вашей помощи. Давайте проголосуем. Следующая встреча будет панель про чеченская тема будет. Там будет выступать Ахмед Закаев, Андрей Илларионов, Аминат Саиева, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. Я, Адам Дервишев. Ну вот я обозначил всех людей, чтобы люди знали, кто там будет. Что там не будет никаких там сюрпризов, неизвестных людей. Ахмед Закаев. И вот мы выступим. Давайте вот, дайте нам 1,5 часа. Кто готов обсудить? Это основа основ. Не может Россия двигаться без Чечни. 307 соплеменников убили, потом начали войну против нас. Своих русских убили, женщин и детей. Не может Россия двигаться дальше. Не может. Никакая она не демократия. Ни Каспаров не демократ. Ни кто-либо другой, если игнорирует этот вопрос. Это законное право. Мы можем в любом суде доказать, что да, с нами же в суд никто не идет. Никто не идет в суд. И мы попросили проголосовать. Проголосовало, ну, 2/3 зала. Подняли руки за то, чтобы провести. Вот эти 2/3 отличные люди. Прекрасные люди. И в этот момент, когда начинается голосование, мы выходим и об этом говорить. Гарри Каспаров, чтобы не голосовать, вскакивает и выбегает из зала. Это на моих глазах происходит. Я на сцене стою, на трибуне. Выбегает Каспаров, убегает просто, потому что я предлагаю проголосовать. Это демократы. И ни один человек не проголосовал против. Ни один. Были воздержавшиеся. 1/3 часть зала приблизительно. Но 2/3 зала проголосовали за то, чтобы была эта наша панель, посвященная чеченской тематике. И это был прорыв, русско-чеченский прорыв. Там были русские, которые очень сильно хотели, чтобы мы говорили. На следующий этот съезд этого форума, собрание этого форума, нам просто отказали. Ну ладно, я с Адамом вышли на сцену, мы там нарушили регламент. Хотя никакого регламента мы не нарушили. Это был перерыв. Что подсчет голосов, там тогда выбирали, кого там как-то куда-то назначить. Каким-то образом туда проник человек, который финансирует все это дело, которого никогда ранее никто не видел на этом съезде форума. Потом он объявился Невзлин. Это человек, который вместе с Ходорковским грабил и успел сбежать в Израиль и не был арестован. Он там вошел в какой-то комитет, там, ну и так далее. Поделили, короче говоря. Ну, опять получилось как-то не совсем чисто на руку. Не совсем красиво.
Следующий выбор, ну ладно, меня с Адамом не пускают. Ну, с нами был один русский парень с Гамбурга, здесь отсюда. Его тоже не пустили. Он с нами первый раз, мы вместе ездили с ним туда. Самое главное, не пустили Аминат Саиеву. Отказали тоже. Сказали, Аминат Саиева в Литве, в Вильнюсе, нету ни одной двери, в которую она не может войти. Аминат Саиева много лет стоит на пути нашей независимости, на страже нашей независимости. Очень образованная, очень спокойная, взрослая женщина. Ее не пустили. С формулировкой, что вы иностранные граждане. Спасибо на это. По крайней мере, форум признал, что мы иностранные граждане. И это хорошо. Это очень они глупо сделали, но мне это понравилось. По крайней мере, с такой формулировкой. Другой формулировки нет. Забыл его фамилию, такой этот помощник Каспарова. Черт побери. Которого папа на этих медицинских страховках маме театр построил. Так вот, вот этот чувак написал, что в целях безопасности, это, ну подумайте только, в целях безопасности, потому что опасность чуть ли не до террористического акта. Мы могли туда прийти, и вот бедных вот этих Каспаровых и других взорвать к чертовой бабушке. В целях безопасности они он там начал писать, потом быстро переделали и сказали, что из-за того, что мы граждане иностранного государства, нам отказано. И на следующий мы не поехали. Этот форум, нам отказали по посещению. И потом выступил на следующий, по-моему, 6-й это был форум уже тогда, выступил Витаутас Ландсбергис, первый президент, основоположник становления литовского государства. Очень уважаемый человек. Но там был один нюанс. Витаутас Ландсбергис был другом Джохара Дудаева. Это был преданный чеченскому народу, чеченским демократам сторонник Витаутас Ландсбергис. Старенький он уже. И он очень почетный гость. Этот человек очень уважаемый. Это мэтр демократии, это очень уважаемый человек. И Витаутас Ландсбергис, а там русские, ребята русские, там разные, там, которые за нас, парни, девушки, мужчины, женщины, начали возмущаться. Почему не отчислять? Мы же проголосовали. Была же демократическая процедура. Большинство проголосовало за, без единого голоса против. Значит, чеченцы должны выступить, если это демократический форум. И вот на следующем форуме, я смотрю уже его в Ютубе, собираются все эти люди. И Витаутас Ландсбергис говорит, а он бывший музыкант, пианист Витаутас. Он говорит, знаете, у меня был учитель, говорит. И он мне говорил, говорит Витаутас, не превращайте, это советское время, сами знаете, когда советский музыкант, какой-нибудь талантливый человек, он должен был работать на комитет или на компартию и выполнять заказы. И все, он уже не творит, он уже исполняет заказы. Это уже, и вот этот пример приводит Витаутас Ландсбергис и говорит, и вот мне мой вот этот руководитель говорит, не превращайте, молодые люди, не ему там, нескольким, он говорит, не превращайте искусство в паскудство. И я бы хотел задать вам вопрос, он говорит, он так медленно разговаривает, я бы хотел вам задать вопрос, почему я здесь не вижу чеченских демократов? И никто не знает, все шлангом прикинулись. Об этом это целый скандал был, мы в Фейсбуке переписывались и так далее, и так далее. И все такие они вам мешают, говорит. Нет, говорит, там какая-то женщина, которая вообще не имеет отношения, но она на панели там выступает, сидит. Нет, говорит, у нас никаких проблем нет с этим, с чеченскими демократами, там, с чеченцами, нет никаких проблем. А у нас с украинцами нет проблем, говорит. А Витаутас Ландсбергис говорит, а с чеченцами у вас есть проблемы, значит, да?
И после этого Витаутас Ландсбергис ни ногой не пошел, а он всегда приглашался. Это старый человек, ему было тяжело слушать этот бред, который они несли там иногда такую фигню, извиняюсь за выражение. И Витаутас Ландсбергис больше не посетил этот форум, потому что он понял, Витаутас Ландсбергис отлично знает, что такое Советский Союз. Витаутас Ландсбергис сидел в тюрьмах, гнобился этой системой. И знает, кто такие русские. И знает, что они тут вытворяют. И вот эта ситуация показала, насколько эти демократы и с кем разговаривать. Это я к тому, что вот американцам не с кем разговаривать. С кем разговаривать? Разговаривать с Каспаровым? Разговаривать с кем? Я не знаю, с кем можно там с ними разговаривать. Если только там с Александром Сотником можно говорить. Единственный человек, который только занимается пока журналистикой. Я бы хотел, чтобы этот человек занимался политикой больше, чем журналистикой. Поэтому и еще момент. Мы этим показали всему миру. Витаутас Ландсбергис показал. Спасибо ему огромное. Низкий поклон этому, без преувеличения, великому человеку, который всей своей жизнью доказал принципам, приверженность принципам справедливости, морали, демократии. Мы показали, что это фигня, а никакие не демократы. Никакие они не демократы, и нет там. И не пахнет. Да, были, бесспорно, конечно. Мы подружились с многими людьми там. Мы общаемся с этими людьми. Я верю этим людям. Это борцы, это самые настоящие борцы. И перед ними мне бывает неудобно, когда я говорю русский, произношу русский. Но мне надо как-то обозначить вот это население. Только поэтому. И я считаю, этих людей, они круче, чем чеченцы, которые стоят вот на этом пути. Потому что у чеченцев благоприятная почва вырасти достойным, справедливым человеком. А этим людям, не имея почвы выйти, это очень трудно. Это практически у них считается предательство народа. Когда ты начинаешь быть справедливым, объективным, честным, ты предаешь свою культуру, свой народ. И им еще труднее. И за это я считаю, что они больше заслуживают уважения. Вот такие вот демократы, и вот с кем там делать дела, с кем общаться, непонятно. И еще я с этого сделал вывод, хотя я раньше знал. И обращаюсь к чеченцам. Любое собрание, любое место, где собираются люди и обсуждают там связанную с Россией ситуацию, будь то Украина, будь то Грузия, будь то русские демократы, или там любые другие организации, связанные с постсовком или с Россией, мы там, чеченцы, имеем большое значение. Нас очень сильно уважают. И если мы придерживаемся... Не зависает картинка? Картинка не зависает, господа хорошие? Зависает, да? Терпимо. Но это что-то опять. Может быть, с интернетом связь. Вот зависает, говорит. Очень плохо. И хочется сказать, что вот эта ситуация, связанная с этим, мы как индикатор. Чеченцы, мы как индикатор. И для того, чтобы исключить нас как индикаторов, борцов за свободу, так как делаем мы, никто не сделал.
Никто, пока этого не сделал никто. Ни грузины, ни украинцы. Хотя тоже так же борются. Ну, надеюсь, сделают больше, чем мы. Да, Алмула. Но мы как индикаторы являемся. И нас исключают. Просто берут, исключают из этого. Обозначив нас какими-то непонятными строителями всемирного халифата, который им непонятен. Они говорят, подождите, какой халифат? Подождите, мы тут строим свободное общество, вы строите там халифат. Куда это годится? Подождите, господа. При всем при том, что мы мусульмане, нас делают индикатором. Нам никто не говорит, не исповедуйте свою религию, наоборот, говорят, будьте мусульманами, будут уважать нашу религию. Если бы не эти провокации, которые против нас идут, мы могли бы на любых митингах выходить, кричать Аллаху Акбар, когда еще при Дудаеве мы миллионный митинг, сотни тысяч людей собирались и кричали Аллаху Акбар. И вслед за нами кричали, украинцы кричали, патриоты, другие. Здесь немцы кричали бы, Аллаху Акбар, нас поддерживая. Но это слово дискредитировали. Понимаете? Это ж так надо изворотить все. И мы сами способствуем этому. Поэтому давайте двигаться вперед. У нас все супер. Да, мир сейчас в Третьей мировой войне. Но мы, чеченцы, как сейчас и украинцы, и грузины, находимся в состоянии войны с 99 года. А по факту с 94 или даже еще раньше. С 93 или 2 года. До начала Первой русско-чеченской войны было 22 боестолкновения. Я знаю человека, который принимал участие в этих 22 боевых столкновениях против нашего государства. Война шла уже в 92-м, еще как только они могли, они уже использовали против нас все средства. Так что, господа хорошие, нам не привыкать, мы уже давно в состоянии войны. Масхадов после подписания договора о мире и принципа взаимоотношения, мы как бы посчитали и придерживались договора. Но потом в 99 году, когда русские на нас напали, Масхадов ввел военное положение. И мы с 99 года уже почти 1 год находимся в состоянии войны с Россией. Если началась Третья мировая война, то для нас ничего не поменялось. Но война продолжается. Конечно же, не хочется, чтобы погибло миллионы людей. И люди перенесли 30% потеряли от народа, как потеряли мы. Но это вероятно, но ситуация изменится. Да, Алмула. Победа будет за нами. Враг будет разбит и доставлен в Гаагу или в суд в Джахаре. Иншаллах, да, Алмула. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Я еще забыл вам добавить еще один важный момент. Когда уже Витаутас Ландсбергис не посетил этот форум, когда уже все, спад пошел, Витаутас не приехал, это и другие люди смотрят, но нет Витаутаса, что-то не то, короче говоря. И авторитет этого форума Свободной России начал падать. И он упал. Да. И без чеченцев он не поднимется никогда. Это я вам со всей ответственностью заявляю. Не будет там наших представителей, не будет никакого авторитета, ни у одного русского форума. И к нам обратились представители форума Свободной России и сказали, мы бы хотели, чтобы вы вернулись. Витаутас Ландсбергис был на этом форуме, на следующем его не было. И вот уже на другом, когда уже поняли, что Витаутас Ландсбергис не придет и на этот форум, нам написали письма. Сказали, дорогие наши демократы, просим вас вернуться, вы такие хорошие. Ну, там были хорошие люди, и человек, который к нам обращался, он на самом деле изначально был против того, чтобы нас дисквалифицировали, скажем так. К нему вообще никаких претензий нет. Но
официально форум, руководство форума, они как бы дали свое, так, ну ладно, ну зови обратно чеченов. Если бы попросил бы кто-нибудь, не этот человек, который попросил лично меня, да, письмо мне прислал на e-mail, я бы его чисто по-русски отправил по чисто русским известному адресу. Ну, тут меня попросил человек, которого я уважаю, на этом форуме себя показывал очень порядочным и преданным принципам, идеалам демократии и гуманизма. Я вежливо сказал: извините, больше ноги Арцуева там не будет. Точно так же поступили мои соратники. Вот чем закончилось наше похождение к русским демократам. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, Адам Грузинский. Асна, если самый главный дипломат РФ грозится террором США, то какие еще доказательства нужны мировому сообществу, чтобы понять, что российская ведение понимает язык плотного огня? Адам, уже все, они просто не говорят об этом. Не говорит Дональд Трамп об этом, не говорит Майк Помпео об этом не говорит, министр обороны США об этом не говорит. И другие люди здесь в Европе, на Западе об этом не говорят. Но все прекрасно уже все поняли. И более того, Путин сам прекрасно все понял. И поэтому он сидит в бункере. Именно поэтому там идет вот эта перетрубация. Все, просто нам об этом не говорят. Но процесс уже идет. Процесс идет. Он может растянуться на 10 лет. Весь мир уничтожить все-таки Путин не сможет. При всем желании. Может растянуться на 10 лет, может за год это закончится. Но я не против, чтобы это состояние продолжалось. Потому что чем слабее станет Россия, тем больше шансов, что она больше к нам не пристанет. И мы успеем, там, получим хотя бы как украинцы 25 лет. Ведь практически мы дали украинцам эти 25 лет. Джохар Дудаев дал эти 25 лет с чеченским народом. Потому что мы оттянули от Украины. Они бы сразу же напали бы на Украину. Моментально. Если бы мы сразу сдались бы, мы сразу проиграли бы войну. Следующая жертва была бы Грузия и Украина. И не было бы никаких вообще вопросов с этим. Но украинцы вырастили 25 лет поколение новое. Они подготовили новых патриотов, ученых. Сформировалась националистическая, патриотическая прослойка в обществе. Они привыкли жить, в конце концов, уже независимо. И тут приходят и отжимают у них Крым, отжимают там Донецк, Луганск. Нет, сказали украинцы. И Дудаев был прав. И помните, как Дудаев говорил, идет муравей и говорит, навстречу кто там идет ему. Говорит, Мурик, что с тобой, муравью? Говорит, да я вот хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался. Ну, весь покоцанный идет. И говорит, Чечня приостудила, но не остановила. Не было у нас сил остановить. Поэтому ситуация меняется, в корне меняется. И украинцев, я удивляюсь украинцев, с руководства страны удивляюсь, с патриотов удивляюсь. Почему не обращаются к нашему правительству? Почему какие-то контакты не наладят? Мы готовы, я абсолютно уверен, что наше правительство готово к общению. Я готов, как вы видите, с первых дней войны, до войны я Украину поддерживал. Когда там начинались разные провокации, я предупреждал украинцев. Еще до начала крымской вот этой войны, начала захвата Крыма, я предупреждал. Потому что я общался с разными людьми в Москве. И я приблизительно понимал, что нагнетается криминогенная обстановка. И задействуются кадыровцы, там, мудыровцы, там, разные другие там, люди. Создавалась криминогенная обстановка, нагнеталась обстановка, завозилось оружие. Я об этом говорил, писал, еще будучи в Москве. Но украинцы почему-то пока очень пассивно себя. Они думают там, одних американцев. Нет, господа, только с американцами вы не справитесь. Нам надо вместе.
на государственном уровне. Ну, я со всеми, вот, с кем я имею контакт, блогеры, все, у нас отличные отношения, мы со всеми дружим, у нас вообще полное взаимопонимание. Я состою в украинском группе блогеров, у нас как бы полный штиль, да? Но почему нет нас на уровне руководства страны? Без нас вам будет тоже тяжело, господа. Да плюс еще и есть в какой-то степени и должна быть благодарность, что мы 25 лет дали ценой огромных потерь. Вот сегодняшнее состояние чеченцев я никогда даже представить не мог, что чеченцы окажутся вот в таком положении. И это благодаря вот этому неимоверному геноциду, который над нами сотворила Россия. Это очень тяжело. Мы это будем еще десятилетиями, столетиями мы это будем вспоминать. С 1944 года геноцид, 74 года. 70-74 года прошло. За это время мы эту боль помним как сейчас. Мой отец это помнит вот как вот только что это происходит. Хотя он уже родился там. Забудем ли мы то, что сделали с ним? Никогда мы не забудем, никогда мы не простим. Никогда, это не просто слова. Надо просто нас закончить. Полностью, всех чеченцев. Только тогда можно будет не вспоминать об этом. Так, давайте перейдем. СР-71, Широ, дякую. Не за что, спасибо и тебе, и вам. Так, Лом Али, Турция хорошая страна. Батальон Айдар, 100% Чечня приняла на себя удар Рашки, не буду полностью зачитывать, как вы ее называете, за это низкий поклон. Спасибо, батальон Айдар. Айдаровцы, приветствую вас. Так. Маждада. Так, где Маждада? Потерялся Маждада. Маждада. Так, тут на Россия, Великая Армения. Россия это самая добрая из империй. Даже китайцы убивали тибетцев. Да он не армянин, 100%. Армяне, они на словах как бы говорят, но на самом деле я не видел ни одного, в моей жизни я не видел ни одного армянина, который был предан России и русским. Я не видел просто. Мы много общались с армянами, дружили с армянами. Я не видел. Может, есть такие армяне где-нибудь там? Кургинян какой-нибудь есть или там Симонян. Но это по долгу службы. Так, пойдемте дальше. Сиган 0707. Сейчас у власти в Украине пришли непатриотичные, некомпетентные продажные силы. И все это благодаря массированной имперской пропагандистке. Наверное. Гергия Эдет, давайте в чате минуту молчания молодых чеченских парня, отдавших свою жизнь за Ичкерию против бесчисленных орд Рашки. Да, ну, минуту молчания у нас нет, мы можем просто выразить соболезнования. Да, алгештоль мы говорим в таких случаях, да, алгазот обалдуэльцем говорим. И вы можете сказать аминь. На всех языках любой религии вы можете просто повторить за мной аминь. И этого будет достаточно. Так что вот так вот. Да, Гештольца, да, Алгазот Аболь. И не только тех парней, но и девушек, которые погибли. И не только тех, кто сражались, но и безвинных людей, которых огромное количество, женщин, детей, стариков убили русские. Всех национальностей. Это были граждане России. В первую войну, в начале войны погибло огромное количество в городе Грозном, тогда еще в городе Грозном, русского населения, наших граждан, наших русских людей. Их тоже мы просим Бога, чтобы Он смилостивился над ними и пожалел их, простил им все грехи. Владимир Рабинович, Аслан, ты мастер слова, умеешь энергией притягивать. Спасибо, Владимир, спасибо. Анзорино, потери действительно колоссальны для маленького народа Чечении, но Всевышний не оставит нас, Аллах велик. Да, Алмула.
Так, в Кремле думают, Чингисхан, в Кремле думают не полушариями мозга, а полушариями зада. Как это, кто же это говорит? Сергей Иванович с Киевской Руси, чат, украинский блогер. Он говорит, вы каким полушарием, верхним или нижним думаете? Троллит он это. Правым, левым, там, верхним или нижним. Гела Купатадзе. Интересно, что вы думаете по назначению Саакашвили пост вице-премьером Украины? Я думаю, был бы, Саакашвили, в принципе, неплохо себя бы зарекомендовал везде. Самое главное, Саакашвили, он везде этим гордится, это его козырь, и это реально достижение. Он, как я понимаю, не коррупционер. По крайней мере, в Грузии его никто в этом не обвинил. И он много посадил коррупционеров. Я не против того, чтобы Саакашвили был. Но при всем при этом я знаю, что это страна украинцев. И если бы там, я уверен, там есть украинец, который также был бы не коррумпирован. И, в принципе, не имеет значения национальность там и так далее, кто этим будет заниматься.